В 2025 году в Гудаутском районе не зафиксировано ни одного случая заболевания кори, паротита и краснухи. Об этом сообщили в службе санэпидстанции, анализируя полученную информацию. И это заслуга слаженной работы ФАПов, медучреждений и СЭС района. Однако здесь очень сложная ситуация с вакцинацией. После ковидных времен не спадают антипрививочные настроения. Несмотря на проводимую работу сотрудниками СЭС, мамы отказываются ставить вакцины детям. Это приведет к нехорошим последствиям, считают специалисты. Если говорить в целом по району, эпидемиологическая ситуация неплохая, и она на контроле у соответствующей службы, о работе которой мы сегодня вам и расскажем. Узнаем, в каком режиме работает санэпидстанция Гудаутского района, какие основные задачи выполняет. Вы смотрите программу «Пациент». Мы выходим в эфир по вторникам на канале Абхазского телевидения. В основном у нас как-то микробы вытесняются, мы имеем дело с вирусами. Охват прививками сейчас у нас невысокий. Все, что мы едим, все связано это с консервантами. А консерванты что это? Антибиотики и гормоны. Не поменяла практически цвет, мы можем предварительно сказать, что вода будет чистая. В этом году у нас нет ни кори, ни паротита, ни краснухи. Постоянно под контролем, делают замечания, мы исправляемся, проверяют у нас сроки годности препаратов постоянно. Гарантированное энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение, очистные сооружения и мусороперерабатывающий завод. Мы просто захлебнемся в этом. Основные цели и задачи СЭС – это профилактика инфекционных заболеваний, предупреждение возникновения и распространения различных заболеваний, а также изучение состояния среды обитания человека и влияния на него внешних факторов. Санэпидстанция борется с очагами болезней и паразитами, которые их переносят. Это своеобразный центр гигиены и эпидемиологии. Все эти сложные задачи работники Гудаутской СЭС выполняют под управлением главврача Инги Чанба. По ее словам, управляемыми инфекционными заболеваниями считаются те, которые можно избежать благодаря иммунопрофилактике, а неуправляемыми считаются все остальные. Неуправляемые, особенно на сегодняшний день, то, что мы имеем, да, вирусная инфекция, это сезонность заболеваний, летом мы имеем острые кишечные инфекции, а зимой мы имеем острые респираторные заболевания. Должны мы быть готовы к тому, что вся медицинская служба, к тому, что мы имеем вот сейчас, в основном у нас как-то микробы вытесняются, мы имеем дело с вирусами. А вирусы, в отличие от микробов, конечно, они имеют свойство мутировать, и поэтому там все время меняется ДНК, РНК, и поэтому, конечно, у нас вот разные, да, вирусы получаются, да, летом, вот зимой сейчас мы столкнулись с несколькими видами вирусов. Они имеют цикличность, да, вот вирусы, вот H1N1, да, предположим, он встречается там раз в 3 года, да, вот в этом году вирус А в основном встречается, А, Б вирус гриппа. До войны эпидемслужба была очень влиятельной структурой. Часто бывало, что по итогам проверки даже закрывали курортные объекты. Санэпидемстанции не только согласовывали функционирование водопроводных и очистительных сооружений, но эпидемиологи активно участвовали в реализации этих проектов. Велась также научная работа. Сегодня ситуация немного иная, но служба пытается работать по установленным стандартам. Но сегодня нет возможности контролировать завозимую продукцию на содержание в них пестицидов или других химических и биологических препаратов. У эпидемиологов нет соответствующей лаборатории. По мнению Инги Викторовны, в стране необходима хотя бы одна химическая лаборатория для проверки качества продуктов. Ведь в последнее время, как показывают научные исследования, растет количество таких заболеваний, как онкология, которая напрямую связана со средой обитания и питанием человека. Например, детское питание, как его доставляют, каковы сроки и условия хранения продукта. Все это имеет значение и влияет на иммунитет ребенка. Вот почему Инга Чанба призывает население сконцентрироваться на здоровом питании и организации домашних хозяйств. У нас иммунная система поменялась у людей. Почему? Потому что все, что мы едим,
Это все взаимосвязано, все, что у нас питание, все связано, это с консервантами. А консерванты что это? Антибиотики и гормоны. Мы же видим, что у нас очень дети, ну, иногда вот лечебная сеть, мы же вот анализы берем на посевы, да, в бак-лабораторию, когда длительно телехорадит там человек и так далее. Вот они резистентны, получается, не восприимчивы, что ли. То есть резистентность к тем или иным антибиотикам. Вот лечат, не получается, и потом они раз, и уже гормоны. Очень большая проблема. Это не только у нас, это в мире стоит эта проблема. Эти консерванты оттуда к нам пришли, потому что у нас, когда СССР был, это были жесткие стандарты, была своя продукция. А когда было молоко, 24 часа хранения молока было, пастеризованное, натуральное молоко. Сейчас полгода, там год, там и даже год есть такое молоко питьевое. Да и вся продукция, вся молочная продукция, мясная продукция, они все с консервантами. И оттуда все вытекает. Состояние здоровья людей, почему более тяжело проходят инфекции. Всегда был грипп, во все времена был грипп. Я помню, мы в школе учились, болели гриппом и все, но тяжесть течения поменялась. Но и в те времена тоже были, в зависимости от иммунной системы, тоже были и осложнения большие были от гриппа, и потом люди и умирали от гриппа, но меньше было, да, сейчас заболеваемость, то есть лечение стало еще сложнее. Вот почему. Потому что тогда хорошо проводилась антибактериальная терапия, она всегда помогала. Но сейчас это уже, конечно, сложно стало в связи с этим. СЭС постоянно мониторит ситуацию с заболеваемостью. Каждый день до 11 часов из лечебных учреждений, школ и детских садов сюда поступает вся информация о ситуации. Затем она обрабатывается, и с учетом результатов специалисты принимают решения. В Гудаутском районе 29 школ, 6 детских садов. Сравнивая данные за январь текущего и прошлого годов, отмечается, что в 2025 году в это же время было 400 больных. В этом зафиксировано 200. Пик заболеваемости ОРЗ, ОРВИ и гриппа прошел, считают эпидемиологи. Это во многом благодаря длинным январским каникулам. В инфекционной больнице в Гудауте лежат всего лишь 4 пациента и нет активной обращаемости. Это хороший показатель, отмечают врачи. Будет ли вторая волна, покажет время. Я хочу, чтобы вообще вот четко грань понимали, да, вот люди, что такое вспышка. Это когда в один инкубационный период, вот, например, при коре 21 день инкубационный период, при коклюше то же самое, вот в один инкубационный период заболело там 100 человек. Это уже вспышка. Это вспышка. А остальное, когда не связано с одним инкубационным периодом, вот заболели, да, вот сегодня 5 человек, там через неделю там 6 человек и так далее, это просто есть сезонный подъем. Просто подъем заболеваемости. У нас, вы знаете, не такая большая заболеваемость, потому что мы не должны так у нас болеть, потому что у нас скученность. Мы подъем даем за счет того, что вот в коллективах, да, когда люди работают там и так далее. А у нас плотность населения очень маленькая, у нас общественных транспортов практически нет. У нас и поэтому, и вот, у нас заболеваемость такая, она не такая большая, как в остальных этих. И поэтому, конечно, говорить, вот граница должна быть вот такая. Вспышка – это организованная группа, и в один инкубационный период, а это уже подъем, сезонный подъем заболеваемости. ФАПы подведомственные СЭСу были восстановлены после войны и укомплектованы в полной мере. Раз в месяц здесь собирают всех медсестер и проводят для них тренинги. Информируют о новых вакцинах, если таковые появляются. Все вакцины выдает СЭС, но при этом сотрудники с сожалением отмечают, что с каждым годом отказников все больше. К примеру, если в прошлом году от гриппа 2500 детишек были вакцинированы, то в этом году всего 500. И с этим ничего нельзя сделать, так как у нас вакцинация добровольная. Вакцины мы получаем в Министерстве здравоохранения Республики Абхазия с учетом холодовой цепи, холодовых элементов, а также согласно температурного режима.
У нас специальные холодильники, документация, завоз и движение, координацию вакцин отвечают вот эти сотрудники. Значит, по поводу вакцин хочу сказать. Охват прививками сейчас у нас невысокий. Не могу порадовать. Дело в том, что в период ковида он гораздо снизился после ковида, 30% охвата. И объясняю это тем, что очень много отказов. Отказы необоснованные. Очень обидно, что родители, которые вообще не имеют никакого медицинского образования, препятствуют проведению вакцинации. Убедить сложно. Работаем в контексте, мы все вместе. Вызываем сюда родителей, по телефону убеждаем. Есть лидеры, которых слушают родители. Иногда нам это помогает, иногда нет. В связи с этим низкий охват. Раньше, когда не было укомплектованности, мы могли бы написать, обосновать, что в связи с тем, что нет медсестер, разрушены ФАПы. Сейчас такого нет. Вакцину мы получаем с Министерства здравоохранения в полном объеме. Вакцина дорогостоящая, труднодоставаемая, но наш Минздрав снабжает нас. Но знаете, что еще тут проблема? Наши мамочки с тем, и родители уже оканчивающих школу детей с чем будут сталкиваться? Что в России требуют обменную карту. То есть какие вакцины получил ученик за все это время, до 16 лет. Вот вся вот эта вакцинация, они уже стали требовать. А мы ничем не можем помочь, потому что у нас вся вакцина, то есть все прививки у нас в базе. Это любой человек может открыть и посмотреть. Мы ничем не можем им помочь. В этом году уже 1, 2, 3 случая таких было. Очень большое значение имеет разъяснительная работа. Не все родители понимают, что отказ от вакцинации создает для детей высокий риск заражения опасными инфекциями. В их числе корь, полиомиелит, дифтерия, столбняк. Они могут привести к тяжелым осложнениям, инвалидности и даже к летальному исходу. Отказ от вакцинации снижает коллективный иммунитет, угрожая здоровью окружающих. Пока как-то удается избегать распространения, казалось бы, забытых заболеваний, но все может измениться в любую минуту. Радостную весть хочу сказать, что в этом году у нас нет ни кори, ни паротита, ни краснухи. Это достигается благодаря тому, что детям вводят комбинированную высокоэффективную вакцину Приорикс. Она от кори, паротита и краснухи. И вот благодаря вот этому взаимодействию с родителями, с детьми в районе нет этого заболевания. Оно очень грозное, оно дает очень большие осложнения. Если заболевает у нас, могу сказать вам факты, значит, если корью заболевают паротитом и краснухой, то при краснухе девушка становится бесплодной и не вынашивает ребенка, если она забеременела. При паротите возникает бесплодие у мальчика. В общем, понимаете, мы боремся с этим. Мы достигли в этом году, у нас нет ни кори, ни паротита, ни краснухи. Я думаю, что это наши ФАПы, и мы совместно с ними во взаимодействии. И еще что хочется сказать, у нас коуклюш 14 человек за год. Это те люди, мы эпитоанализ проводим, те люди, которые не были привиты. И поэтому вот так выскочило у нас. От коклюша идет 5 вакцин. И вот, значит, они не доделали, начали делать. Иногда не поступают, не доходят до нас. Если полный курс 5 вакцин своевременно, без интервала получили, этого коклюша бы не было бы. А коклюш тоже грозное заболевание. Есть такие случаи, когда вся семья заболевает, когда мы не можем убедить ни бабушку, ни маму, они попадают в больницу с сниженным иммунитетом после ветрянки с гриппом. Такое тоже есть. Сейчас у нас идет грипп типа А. Гудаутский район всегда был оплотом. В годы войны, в послевоенный период. В период ковида у нас был госпиталь для легкораненых, дневной госпиталь мы расширяли как-то. Все это мы укомплектовывали. И мы хотим сказать, что и сейчас, в период мирного времени,
когда идет невидимый фронт работы против заболевания. И мы благодарны, что Гудаутский район сплачивается и всегда остается на должном уровне. В санэпидемстанции функционирует лаборатория. Она оснащена всем необходимым. Здесь выполняют большой спектр анализов от санитарных до медицинских. В зимний период работы, конечно, меньше, а вот летом лаборатория загружена, так как в это время функционирует много гостиниц, объектов общественного питания. Помимо этого, специалисты регулярно проверяют качество морской и питьевой воды. Все побережье, значит, Гудауты, да, Гудаутского района. Раз в неделю мы делаем воду морскую на колииндекс и на холерный вибрион. Тут комната для посева воды, посева и пересева. Да, здесь у нас, значит, вот на сегодняшний день нам принесли воду питьевую, водопроводную из деревень. Мы вот сегодня, со школ из деревень. Вот теперь, значит, мы делаем анализы питьевой воды. Значит, мы сделали первичный посев, да. Теперь, значит, это сегодняшняя вода, а здесь у нас посев вчерашней воды. Теперь мы на сегодня делаем пересев на чашки для того, чтобы определить, вода чистая или загрязнена. Вот, для того, чтобы... И когда мы сделаем посев на, значит, чашки, мы эти чашки ставим в термостат. Тоже при температуре 37 градусов 24 часа. И уже потом на третий день, значит, после поступления к нам воды водопроводной, мы определяем, чистая она у нас, соответствует ГОСТу или не соответствует. По тому, как, значит, у нас... вот эта обогатительная среда не поменяла практически цвет, мы можем предварительно сказать, что вода будет чистая. Уже невооруженным взглядом мы можем, вы знаете, даже по ГОСТу, если вода не помутнела и не образовался газ, мы можем сказать, даже мы можем отбросить, но для того, чтобы мы могли успокоить себя и утвердительно сказать, мы делаем посевы на твердые плотные наши среды. Вот только тогда, значит, мы уже утвердительно можем сказать, вода чистая, соответствует ГОСТу или же не соответствует ГОСТу. Вы знаете, водопроводная вода у нас в принципе не соответствует ГОСТу, но сейчас вот холодно, и микробы не размножаются при температуре, там, допустим, 4, 5, 10 градусов. Вот поэтому у нас зимой, в принципе, вода более-менее соответствует ГОСТу, да. Ну, летом она, конечно, очень грязная, потому что температура воды, воздуха выше, и микробы размножаются быстрее, и подсос там бывает, когда трубы бывают, значит, не такие цельные, там где-то что-то попадает вода извне, и тогда она у нас грязная, в общем-то, не соответствует ГОСТу в таком случае. Серьезной проблемой является отсутствие в больнице ИФСС ПЦР-лаборатории, что лишает врачей оперативности, ведь им приходится вести анализы в Сухум или в Гагру. При этом по протоколу биоматериал должен быть обработан не позднее 2 часов после его приема. В целом оснащение все это в лаборатории, оно удовлетворительное. На сегодняшний день главная проблема, и как я выше озвучила, что в основном у нас сейчас вирусы превалируют, и поэтому необходимо оснащение лабораторий, то есть ПЦР-лаборатории, ПЦР-оборудованием. Почему? Потому что мы вот должны анализы возить или в Сухумскую лабораторию, или в Гагрскую, понимаете? Это очень неудобно в летний период, это условия транспортировки, это в течение 2 часов, да, доставка, это все невозможно. И потом, почему у нас, значит, если 90%, 100 из 100%, 80% у нас идут острые кишечные инфекции в неустановленной этиологии. Это является основной причиной того, что у нас на местах, здесь на месте нету, то есть ни в больнице, ни у нас нет ПЦР-лаборатории. Где-то или в больнице, или у нас это должна быть лаборатория. А лучше всего, конечно, если бы это было бы и в больнице, потому что там уже и ближе, там все больные находятся и так далее. И поэтому, конечно, нам нужна ПЦР-лаборатория.
Санэпидстанция тесно взаимодействует с Гудаутской районной больницей, выполняя общее дело – охрану здоровья населения. СЭС является и надзорным органом, она контролирует работу больницы, касающиеся и санитарной, и эпидобстановки. Многие хорошо помнят, как в период пандемии коронавирусной инфекции, благодаря личным профессиональным качествам Инги Чанба, в короткий срок удалось организовать работу ковид-госпиталя и принять необходимые профилактические меры в районе. Благодаря своевременным и профессиональным мерам удалось сохранить много человеческих жизней. У нас есть инфекционное отделение, мы там тесно они взаимодействуют, мы путем извещений, да, по инфекционным случаям мы сотрудничаем, ежедневно сводки отправляем. Также по антирабической работе, да, тоже взаимодействует, это что в ежедневном плане. И периодически они посещают нас, иногда предупреждают, иногда нет, за санитарными условиями работы в отделениях, следят, берут анализы воздуха с поверхности, да, и оценивают, насколько у нас чисто или насколько мы соблюдаем режим санитарный, насколько мы правильно проводим уборку помещений, да, постоянно под контролем, делают замечания, мы исправляемся где-то, если ошибаемся или выявляются какие-то недостатки, они контролируют наши укладки, да, там и по ВИЧ-укладку, там есть специальные укладки, противошоковые аптечки, они проверяют у нас сроки годности препаратов постоянно и выявляют, да, эти проблемы определенные, на которые мы иногда не доходят руки или по невнимательности упускаем, они нас постоянно контролируют и усердно этим занимаются, благодарны им за это, что поправляют нас в некоторых вопросах. И эта работа отлажена, придумана не нами, с Советского Союза. Там уже в России чуть видоизменилась система, там у них Роспотребнадзор, да, более там больше функций, я как понимаю, уже большими функциями наделен, но в принципе те же самые функции на сегодня санэпидемстанция выполняет по нашему району, в принципе, в Абхазии. И у нас очень там сплоченный коллектив с большой историей, профессионально компетенции у них на достаточно высоком уровне. Это доказало и период ковида, когда они организовали нам правильно здесь работу, выделили грязную, чистую зону, определили локализацию, да, этих разграничений этих территорий. Мы очень сильно, они нам помогли, мы опирались на их мнение, выстраивая здесь работу в инфекционном этом режиме, когда работал госпиталь наш. И клинически даже нам помогали, когда не хватало врачей, очень большую работу провели и большую работу проводили во время ковида, разъяснительную и контрольную с пациентами, чтобы они соблюдали режим, находясь там уже на амбулаторном лечении, там они исследовали очаги инфекции, контролировали их, сопровождали, вместе сотрудничая с органами безопасности, с МВД, подключали их к этому контролю, очень усердно работали. Я считаю, что на таком уровне в Абхазии, как в Гудауте, санэпидемстанция, не работала система, их система именно контроля эпидемического. Чтобы сохранить нашу уникальную природу и стать конкурентоспособной курортной зоной, нам необходимо вдоль всей набережной установить очистные сооружения, говорит Инга Чанба. А пока отходы идут прямо в море. Эпидемиологи требуют от владельцев объектов устанавливать локальные очистные сооружения, дают предписания, помогают в расчетах, запрещают ввод в эксплуатацию объектов, которые нарушают правила и при необходимости обращаются в прокуратуру. Но чаще собственники объектов не хотят тратить деньги на установку сооружений и предпочитают отравлять природу. Кроме того, есть проблема утилизации мусора, считает главный врач службы. Инга Викторовна упорно продолжает поднимать актуальные вопросы на всех уровнях и в дальнейшем будет добиваться их решения. От ПСО до Ингура везде во всех районах должно быть очистное сооружение. У нас другого выхода нет. Я понимаю, что вот это, вы знаете, дорого,
там и так далее, все вопросы понимаем. Мы понимаем, что это дорого, но у нас выхода другого нет. Так, гарантированно, вот какие нужны для того, чтобы у нас курорт работал. Эсма, у нас уникальная страна. У нас уникальная сторона для восстановления здоровья человека, да. У нас много источников термальных, у нас все. У нас экология девственная, у нас чисто все, у нас промышленности никакой нет. У нас заводов нет, фабрик нет. Все, у нас нет химизации сельского хозяйства, у нас нет. У нас источники водоснабжения идеальные. Мне кажется, в мире, не кажется, а в мире нет таких пресных вод. Вот с иностранцами, с ЮНИЦЕФом тоже же общаешься, в мире таких источников нет. Потому что у нас воду прямо с источника можно пить, потому что загрязняющих объектов нет. И поэтому мы должны это сохранить. Если бы мы акцент от Устры, да, гарантированное энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение, очистные сооружения и мусороперерабатывающий завод. Мы просто захлебнемся в этом. Вот эти 5 позиций, дорого, дешево, это должно быть выполнено. А иначе мы же загрязняем почву, а у нас подземные источники водоснабжения. Это что? У нас же подрусловые воды, источники водоснабжения, и они, значит, тоже загрязняют почву, а это значит, вот как вот мы должны ценные природные ресурсы, которые богатства у нас есть, использовать так, чтобы у нас был курорт как конкурентоспособным. У нас есть возможность. Теперь вот речь идет о мусороперерабатывающем, да, заводе. Нам нужен только мусороперерабатывающий завод. Никакие полигоны, я с этим не согласна и могу это обосновать на любом уровне, потому что уровень стояния грунтовых вод у нас в республике высокий. Мы не можем хоронить это. Нам нужен мусороперерабатывающий завод. Перед войной, кстати, у нас был разработан этот проект. У нас мусороперерабатывающий завод был. Вот сейчас, вот как я вот вспоминаю, мне кажется, мы проект рассматривали в Тбилиси, мы рассматривали это в Сухуми, и он утвержден уже был. Это вот где в Гулрипче сейчас, да, сортировочная какая-то площадка. Я думала, там вообще мусороперерабатывающий будет. Там где-то один нам нужен по республике. А в остальных были сортировочные площадки. Рассортировали, вывезли и все. А мусора тогда, если полигон, да, вот мы рассматривали, тоже не рассматривали. Почему? Потому что вот обоснование было уровень стояния грунтовых вод, источники водоснабжения у нас подземные и, значит, загрязнения подземных источников. Вот. И поэтому так. Тогда еще характер мусора же был другой. Тогда бумага была целлюлоза, эта оберточная бумага была натуральная, из древесины. Оно еще перегнивал. Пластик, он же не гниет практически, он 200 лет. А кто это и изучал, он может быть и больше. И поэтому у нас должен быть мусоросжигательный завод. У нас вот такая система должна быть выстроена. Я понимаю, все это дорого, все упирается в деньги. Ну вот один раз сделать, а потом мы же можем уже, как говорится, смело инвестору, предположим, определенные задачи поставить, да, другие, более строго относиться к инвестору мы можем. Вот такое. Вот 5 вопросов, те, которые я везде озвучиваю на всех уровнях, те, которые нам надо решать. В стране много проблем, которые нужно решать поэтапно, но главное, необходимо внедрять профилактическую медицину. Без этого ни о каком здоровье нации говорить не приходится, убеждены специалисты. Сегодня работники Гудаутской СЭС под руководством Инги Чанба проводят серьезную работу, в том числе и разъяснительную. Сотрудники выезжают в подведомственные ФАПы, встречаются с жителями сел, рассказывают о пользе здорового питания, о необходимости вакцинации. Все это позволяет минимизировать заболевания и сохранить здоровье на многие годы.
Санэпидстанция – госорган со сложной структурой и разветвленной иерархией внутри системы. Всеми отделами и филиалами руководит главврач. Помимо руководящего персонала в службе трудятся специалисты различных направлений, лаборанты, врачи и другой медперсонал. Коллектив здесь сплоченный и профессиональный. Без преувеличения можно сказать, что это одна из лучших служб страны. Пожелаем им успехов и в дальнейшем. На этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч!